Дорогие жители Тампонского улуса, я поздравляю вас с 90-летием нашего Тампонского края, который на сегодняшний день берет второе дыхание своего горно-промышленного развития и с уверенностью смотрит в свое будущее. Конечно, сегодня нельзя предсказать, какие будут прогнозы всего развития, когда идет автоматизация производства, сокращение рабочих мест. В это время, я думаю, развитие Тампонского улуса будет идти по всем направлениям, не только как ворота северо-востока России, но и инфраструктурном плане, по жилищно-коммунальному хозяйству, по сельскому хозяйству. Ну, само собой, значит, горно-геологическая отрасль будет развиваться своим чередом. Надежду вселяет, конечно, приход большой компании, которая, значит, сегодня развивает Нежданинское месторождение, Верхнее Минтиче, далее там Верхоянский район, Прогноз. И его развитие, конечно, связано, значит, с развитием коммуникаций. То есть, значит, дорожного хозяйства, нашего теплоключевского куста, который содержит ГУПАД Колыма. В 90-х годах, когда шло радикальные экономические реформы, Тампонский улус выглядел в среде других улусов республики весьма достойно. В то время руководили предприятиями руководители, избранные во время Горбачевской перестройки самими трудовыми коллективами. Нежданинское руководил Василий Иванович Ладырев, Джабари-Кихая шахтой руководил Геннадий Николаевич Кузьмин. Кстати, он был первым почетным гражданином Тампонского улуса, когда они в 1993 году достигли объема добычи 1 260 000 тонн угля. Конечно, в то время они поставляли уголь во все арктические районы республики, Приленские улусы и Верхнеленские улусы Иркутской области, порядка 300-400 000 тонн. После Геннадия Николаевича, когда достойно ушел на пенсию, его заместитель Владимир Николаевич Ивченко достойно продолжал его дело, и объемы производства сильно не сокращались. Но со временем конкуренция и внутри республики, и в целом по России, по углю, конечно, зажала и в ценовом порядке, и по объемам, и по качеству угля. Так что сегодня, значит, Джабари-Кихая, к очень большому нашему сожалению, находится в очень сложном положении. Но по другим нашим крупным предприятиям, это Орск-Хандага-Уголь, которым руководил Николай Иванович Оптов, депутат Верховного Совета Якутской АСР, который принимал первую конституцию Республики Саха-Якутия. Он преобразовывал его, значит, акционерное общество. Когда он принимал это хозяйство, значит, при мне еще было 700 человек работающих. И Николай Иванович полностью переформатировал это предприятие, организовал нормальный выезд в центральные районы своих работников и организовал на местах торговые предприятия, значит, ООО. Это его очень большая заслуга. Он безвременно ушел недавно, значит, с наших рядов. Мы его здесь провожали в городе Якутска. И память о нем
сохранится в наших сердцах. Такие руководители, как Иван Петрович Дегтярев, который достойно принял хозяйство Хандыхское, мясомолочный комбинат, хлебозавод, пивзавод, объединил в одно предприятие и достойно им руководил. Он раньше был директором Хандыхского речного порта, но при мне, значит, по подсказке Юрия Николаевича Игнатьева, я его, значит, выдвинул сначала директором пивзавода, потом объединили его мясомолочным комбинатом, хлебозаводом, потом и Хандыхский завод ему дали, Хандыхский совхоз, и он им очень достойно руководил, и я его помню очень как достойного, хорошего руководителя и, главное, человека. Совхозом Хандыхским руководил Николай Александрович Матвеев, ветеран Великой Отечественной войны, который ушел в декабрьскую стужу 1994 года, и мы его хоронили на левом берегу реки Алдан, на косогоре старых сайдов. Приезжали его дети, и было очень жалко, что от нас ушел такой замечательный человек. При Николае Александровиче совхоз Хандыхский надаивал с фуражной коровы 4500 литров молока в год. При мне они достигали где-то порядка 3-3,5 тысячи. Нигде в Якутии практически не было таких хозяйств, которые надаивали столько молока. А между тем, значит, да, его особо не рекламировали и большим наградам его не представляли. Но Николаю Александровичу мне пришлось работать всего где-то вот год-полтора, и он вот ушел из жизни. Такие руководители, как Николай Николаевич Дмитрук, Ковальчик Валерий Георгиевич, Хандыхской автобазой, Николай Николаевич Дмитрук Хандыхской нефтебазой достойно руководил, Юрий Николаевич Игнатьев, его родители, его сын на сегодняшний день, они вносят в социально-экономическое развитие Тампонского улуса свой весомый вклад. Юрий Николаевич, например, мне подсказал вот таких руководителей, как Иван Петрович Дегтярев, Николай Иванович Медведев, который был моим заместителем по экономике. И он рано, молодые годы, в 90-х годах, работая моим заместителем, ушел из жизни. Значит, да. Особо хочется отметить, значит, большой вклад и человеческие качества Красненко Сергея Алексеевича. Красненко Сергей Алексеевич, когда я приехал главой Тампонского улуса, он руководил Хандыхским заводом строительных материалов. Он уже был акционерное общество. Ну, Красненко мне тоже подсказал Юрий Николаевич Игнатьев. И я его выдвинул в руководители жилищно-коммунального хозяйства после отъезда Могильникова Валерия Александровича и Валерия Алексеевича, ну, его последователь был, как я уже забыл его. Штефан. А? Штефан? Нет. Вот они уехали, и вот встал вопрос руководителя. Вопрос стоял, как же будет человек руководить двумя предприятиями. Значит. Но нам пришлось, значит, встречаться несколько раз с коллективом и убедить коллектив, чтобы Сергея Алексеевича приняли. Но народ, конечно, мудрый,
и они, конечно, согласились, потому что они видели в нем крепкого хозяйственника, руководителя, солидного такого человека, который может вести это хозяйство. И вот Сергей Алексеевич вплоть до ухода с жизни, значит, достойно руководил нашим жилищно-коммунальным хозяйством. И память о нем мы тоже сохраним. Так, поскольку Тампонский улус был таким горно-промышленным районом, его самым главным предприятием была Аллахюнская геологоразведочная экспедиция. Она поселок Хандага основалась геологами, и основной интеллектуальный потенциал сохраняла, значит, как бы на предприятии Аюгре называлось. Но когда я работал главой Тампонского улуса, ко мне первым заместителем я принял, значит, бывшего геолога, начальника отряда Илья Семеновича Шадрина, сначала в отдел имущества, потом с отдела имущества он стал первым заместителем главы. И с его подачи, значит, мы организовали за место Аллахюнской геологоразведочной экспедиции горно-геологическое предприятие. То есть они, значит, занимались не только разведкой по северо-востоку в целом, потому что геологоразведка Усьмаи умерла, в Аймеконе было на издыхании, и вот по северо-востоку практически остался только геологоразведочное предприятие, вот наш Аллахюнское горно-геологическое предприятие. Они попутно добывали, значит, золото и этим поддерживали свою жизнь. Но в то время, в 90-х годах, главной стратегией, когда, значит, не было основных ориентиров вообще развития ни улуса, ни республики, да в целой России, во времена, значит, когда по полгода и больше задерживали заработную плату работникам, когда в год, значит, инфляция рубля достигала 400%, было чрезвычайно сложно. И главной стратегией руководства районом была та, чтобы сохранить рабочие места. И мы это делали, значит, объединением предприятий, слиянием предприятий. Например, Аллахюнское горно-геологическое предприятие, она под себя взяла, значит, пассажирские перевозки, ЕПАП, филиал ЕПАП был, автобусные перевозки, автобусные пассажирские перевозки. Потом, значит, полностью взял на себя, значит, канализационное хозяйство, вывоз канализационного. Далее, значит, под себя взял еще он становление алмазогранильного производства. Мы его начали прямо, значит, в здании управления предприятия, потому что мы приняли решение, что во всех других вузах начали алмазогранильное производство забивки свай новых зданий. И они, естественно, значит, не имели большой перспективы, потому что денег абсолютно не хватало, и на этом все это дело закончилось. А у нас мы начали закупки оборудования и налаживание сразу производства. Потом этому предприятию передали, значит, бывший универмаг, и он там начал нормальное алмазогранильное производство, и до сих пор предприятие живет уже как ювелирное предприятие в составе драгоценностей Якутии. Да?
Так, далее, значит, хочется вспомнить добрым словом светлую память Шкуратова Валерия Павловича, который был руководителем Хандовского речного порта. Но Хандовский речной порт был большим предприятием. На Затоне ремонтировались, на Затоне стояли суда, зимовали. И все речные перевозки по Алдану и по Средней Лени осуществлялся судами Хандовского речного порта. Предприятие при Валерии Павловиче Шкуратове жило абсолютно нормально, работало прибыльно. Мы ему придали, значит, Ремстрой у нас было предприятие, мы ему передали вот эту базу Ремстроя и котельную, которую он эксплуатировал, тоже доходы были. Вот таким вот слиянием, значит, да, предприятий мы старались сохранить все наши организации. По сельскому хозяйству мы, вплоть до моего отъезда, значит, да, все совхозы были сохранены. Руководитель совхоза Василий Михайлович Кладкин, он преобразовался в открытое общество ограниченной ответственности ООО «Томпо», и достойно работал. Хотя, значит, уже шло сокращение поголовья, было в советское время 21 тысяча поголовья, но до 1998 года мы сохранили 16 тысяч. И практически все звенья оленеводческого стада, значит, по своим маршрутам сохраняли свое движение. Также, значит, нормальный шел забой, также заготовка была нормальная. И совхоз Тампонский, недаром он руководился, значит, героем социалистического труда Василием Михайловичем Кладкиным, достойнейшим человеком, принципиальнейшим, истинным героем социалистического труда. Совхоз Героя Хлопкова руководила Феоктистова Людмила Дмитриевна, тоже, надо сказать, достойно. И она достойно сдала перед своим отъездом в 1997 году Туласову Николаю Николаевичу хозяйство. Но она, конечно, херела. При мне, значит, в 1998 году поголовье всего было 100 голов крупного рогатого скота. По совхозе, правда, значит, руководил молодой директор совхоза Колодезников Николай Николаевич. И председателем сельсовета Мегина Алдане был Дмитрий Васильевич Савин. Они достойно вели свое хозяйство, и при мне еще работал и летний трудовой лагерь от школы. Они практически не сдавали позиции. Одним из крупных предприятий был наш Тампонское управление связи, правительственной связи, ТУСМА-6, руководимый Геннадием Николаевичем Риутским. Риутским. Масловым. Но это было единственное предприятие, которое не имело абсолютно никаких проблем, потому что она была в составе Ростелекома, а в 90-х годах Ростелеком, российский Ростелеком, который до сих пор работает, он имел в России в то время, значит, по объему выручки первое место. Я специально смотрел статистику, и она была вот такая крупная такая компания, которая имела подразделения по всей России. Ну, это все-таки высокотехнологичная компания, и они нормально работают, слава богу, до сих пор.
Но Геннадий Николаевич, как истинный связист, человек с высшим образованием, технарь, безусловный авторитет, избранный руководитель, достойный руководитель, и очень спокойно относился, значит, к своим проблемам. И он особо их и не посвящал их мне, потому что кабельная связь уходила в небытие, наступала космическая, так что он это дело, наверное, предвидел. Ну и как ворота Северо-Востока, ГУПАД Колыма, конечно. Анатолий Сергеевич Борисов. Троица вот таких руководителей была. Генеральный директор Анатолий Сергеевич Борисов, Александр Борисович Берез, Николай Эммануилович Клюге. Эти двое, они вот потомственные дорожники Дальстроя. Отец Клюге, например, он в свое время проектировал деревянный мост через деревянный мост, который на Тополиной. Минкиче? А? Минкиче? Нет. Улах? Ох. Кюрбелях? А? Кюрбелях? Нет. Ну, понятно, там самый длинный деревянный мост был в сторону Тополиной. И вот эти троица руководителей, они были очень дружны. И хотя финансирование было очень сложное, они все-таки добивались нормального финансирования. И нареканий по открытию зимников, содержанию дорог, значит, да, многих тут километровых, они никогда не имели. Я очень надеялся на них и верил, что они все это дело достойно содержат и ведут. Так оно и было. Хотя у них хозяйство было очень большое. Они весь Аймекён до Бестяха практически все содержали сами. Зимних открывали, значит, до Верхояния и по Верхоянску, до Нижнеянска. Значит. То есть, значит, очень достойно работали. И коллективы были такие. Хорошо то, что, значит, вот в то время, значит, да, дисциплина в предприятиях и в организациях, и бюджетных организациях была все-таки постсоветская. И люди своим руководителям верили, и руководители это дело оправдывали. Я сегодня вижу, значит, вот активное развитие, значит, горно-промышленной отрасли в Томпонском улусе. Полиметалл очень хорошо взялся за нежданинское месторождение. Уже вот 110 километров ответвления от Колымской трассы до Нежданки. Восстановили все мосты, которые были забиты еще в советское время. И дорога практически сегодня круглогодично уже сделана. Сегодня, значит, ставится уже высоковольтная линия 110. Если будет, значит, линия, это предприятие точно будет жить. А то в то время, значит, да, в 90-х годах добываемое золото не стоило того дизельного топлива, которое завозилось туда автомобильным транспортом с Хандаги. И через это она закрылась. В этом нет никакой вины, а вина только слишком быстро проводившихся, конечно, шоковой терапии рыночных реформ. Недаром сегодня американские ученые-экономисты пишут, что Россия заплатила слишком большую цену за реформу 90-х годов. Слишком большую. Потому что перестройка с плановой экономики на рыночную была слишком стремительной.
не постепенной, не руководимой. Конечно, история со временем рассудит, кто виноват, но факты таковы, какие есть. Но Тампонский улус, я смотрю, уверенно смотрит в будущее, благодаря, значит, не только своему горнопромышленной отрасли, но и сельскому хозяйству, своей дорожной отрасли и связи. Так что еще раз поздравляю жителей Тампонского улуса с юбилеем, 90-летием нашего Тампонского края и надеюсь на наше светлое будущее. С праздником!